Ну, а есть разница, да? Вот я просто где-то читал, это наше решение, или просто уточни мне, что вот именно при проникновении в жилище, если ты даже убиваешь человека, Да. ты 100% будешь Могу невиновен. рассказать если до твой деталей. делаешь. До деталей. Это статья 36 Уголовного кодекса Украины, которая называется «Меры необходимой самообороны». Закон предусматривает, что если на вас кто-то нападает, то вы имеете право отбиваться. При этом ваша самооборона должна соответствовать уровню опасности. То есть, Всегда если спорный вы меня вопрос, бьете да. кулаком, Айдер, то я имею право вас остановить, но не убивать вас. То есть, скажем так, то есть постараться ограничить ваши движения, скрутить вам руки, но не убивать. Если же ко мне лезет бандит с ножом, с оружием, с явным желанием меня убить, то я могу стрелять и на поражение. Если этот бандит погибнет, то тогда суд будет устанавливать вопрос, насколько была реальная угроза моей жизни или жизни моих близких. Но если же бандит, услышав ваши окрики о том, что я буду стрелять, что это мой дом, и он полезет через забор, а вы, извините, выстрелите ему в мягкое место, и он от этого ранен будет или погибнет, то виноваты будете вы. Почему? Потому что в тот момент, когда вы стреляли, этот бандит уже лез через забор от вас, он уже не представлял для вас угрозы. Это очень важное замечание. Поэтому, когда преступник наступает на вас, вы предупреждаете, что нельзя наступать на вас и вам угрожать, то вы имеете право применять. Это может быть не обязательно огнестрельное оружие, это может быть палка, это может быть нож, это может быть, там, не знаю, бутылка, это может быть все что угодно. То есть фактически ты алгоритм сейчас рассказал, да? Да, абсолютно как верно. действовать, чтобы все было по закону. Да.